Руководство страны должно повлиять на интриги вокруг избирательного процесса. Об этом сегодня в ходе своего заседания отметили члены движения «За честные выборы». Чем ближе ко дню голосования, тем жестче становятся методы давления на неугодных кандидатов. Такое усердие, с которым административный ресурс сегодня взялся за то, чтобы очернить оппонентов кандидата от партии власти и подготовить голоса для ставленника из ДПК, не припомнят даже опытные политики. В этой связи руководство страны должно обеспечить справедливый подход к предвыборной гонке и блокировать использование административного ресурса. В итоге мы эту проблему, которая в принципе уже стала затухать, вот то, что вот у нас была болячка с межнациональными отношениями, ее снова стали искусственно поднимать государственные средства массовой информации и те средства информации, которые работают на определенных кандидатах. Вот этот момент, он крайне для нас такой неприятный. Почему? Потому что мы об этом вообще-то и не говорили, не думали. Искусственно стали цепляться за отдельные слова. Что касается задержания, Ханата Исаева, вот мы тоже в своем заявлении указали, что в таких случаях, говорят, там следствие будет разбираться, но вот уже многие общественные даже деятели, которые не имеют отношения к органам, например, в частности, вот Эдиил Байсалов, я его посмотрел, он сделал подробный анализ, как это было смонтажировано, вот эти вот записи. Он сделал достаточно четкий анализ. То есть уже общественность дает критическую оценку действиям правоохранительных органов по факту задержания Ханата Исаева. Это тоже наводит на определенные размышления. Вопрос с арестом Ханата Исаева вообще вызывает множество вопросов. Сложно понять, что послужило основанием для того, чтобы предъявить обвинения в попытке государственного переворота. По данным движения «За честные выборы», многие кандидаты сегодня нанимают на работу спортсменов, которым поручено обеспечить безопасность во время избирательного процесса. И связано это в первую очередь с тем, что ни кандидаты, ни избиратели не могут в полной мере довериться правоохранительным органам. Тем более в условиях тех провокаций, которые организовываются сторонниками партии власти. Я не знаю, там назначенный член ОПГ говорит все, что попало. Мы с Феликсом Шимбаевичем не имеем опыт общения с ними. Он не жилец этого мира, если он такие вещи говорит в эфир и такие вещи говорит сотрудникам правоохранительных органов. Вы понимаете, что происходит? И когда оппозицию пытаются обвинить в связи с криминалом, они сами находятся рядом с этим криминалом. Удивительно, что на все эти важные политические вопросы никак не реагирует Джугурку Кинеш, говорят члены движения «За честные выборы». Парламентарии, которые готовы едва ли не решать вопросы, находящиеся в ведении Айлук Муту, на действительно острые моменты предпочитают закрывать глаза. В тот момент, когда законодательная власть должна выступить арбитром в политических спорах, депутаты предпочли уйти на каникулы. В этой связи нам непонятна позиция Джугурку Кинеша. Момент кульминации президентских выборов, прервавшего свою работу до окончания выборов. Вместо того, чтобы проследить за ходом выборов и рассмотреть вновь возникшие ситуации и конфликты, депутаты решили самоустраниться и спокойно выжидать. Мы считаем такую позицию неправильной и призываем их вернуться на свое рабочее место. Видные общественные деятели выразили недовольство тем, что власти никак не реагируют на замечания гражданского общества. На прошлой неделе члены движения обнародовали список, который попал к ним в руки. В нем указаны чиновники, которые работают на партию власти в регионах и помогают собирать голоса избирателей. Однако требование отозвать госслужащих реакции так и не возымело. В связи с этим члены движения предлагают обозначить персональную ответственность руководителей ветвей власти. Вот Джума Кадыров по Азатыку, выступая, говорит о вещах, которые не существуют. Это тоже по-своему реакция. В его словах нет данных, какие меры предпринимаются. И в Совете Безопасности не прозвучало ни единого слова про нарушение закона. Это тоже по-своему реакция. Зилалиева они отвезли в Москву. Видать, он особый чиновник. Но мы должны показать, как он на должности вице-премьер-министра, будучи начальником штаба, делал плохие вещи. Что я предлагаю? Вот видя такое положение, полное отсутствие реакции власти на наши действия, с учетом складывающейся обстановки, мне так кажется, мы должны в своем заявлении от имени гражданского движения персональную ответственность за складывающуюся ситуацию и за его последствия возложить персонально на руководителей ветвей власти, а также силовых структур.
Свои замечания члены движения «За честные выборы» намерены снова направить всем лидерам ветвей власти. Видные политические деятели надеются, что на этот раз их обращения не останутся без внимания чиновников. И честные выборы, которые обещал Алмазбек Атамбаев, все же будут проведены действительно честно. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.